Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. И к нам присоединяется Андрей Иванец, кандидат исторических наук, глава Таврической гуманитарной платформы, один из составителей вот уже проанонсированной книги «Крымско-татарская». Вне всякого сомнения, автор и один из составителей, вот так вот будет совсем правильно. Кримсько-татарський національний рух у 17-20 роках за архивами коммунистичных спецслужб. И пока я рассказываю нашим слушателям, как я узнал об этой книге, я воспользуюсь, значит, своим таким правом, да, и попрошу подписать для коллектива «Крым Реалии» от автора. С задоволением. Итак, сегодня, а именно 27 января, в Укринформ в первой половине дня состоялась презентация этого издания, которое готовилось, как нам было сообщено, более 1,5 лет. Мы не могли просто пропустить такую возможность, и после презентации я договорился с автором и одним из составителей. И второй составитель, я думаю, что у нас будет по телефону, для того, чтобы обсудить и саму книгу, и ее содержание. О чем она, почему такая книга не появилась раньше, и насколько изложенная в ней концепция, видение отличается от того, что было принято думать раньше в Украине и в России. Ну, в общем, о том, как Крым видят в годы революции по обе стороны от Перекопа, мы и собственно, и начнем нашу беседу. Итак, вопрос номер один. По материалам советских архивов, по архивам советских спецслужб традиционно считается, думается, что вот то, что писали коммунисты, это значит все там ложь, фальшь, передергивание, где-то там чего, по крайней мере, коммунистическая вот литература, она всегда вызывает в современных исследователях такое вот особое отношение, нельзя это назвать безоговорочным. И тут вы собираетесь по архивам советских спецслужб издать книгу, вот советские спецслужбы, они об этом всем честно писали или врали? Безусловно, массив лжи, который содержится в материалах советских карательных органов, он очень значительный. Можно взять уже известные факты немножко из другого географического региона. В Советском Союзе было репрессировано по обвинению в шпионстве в пользу Польши межвоенной, там чуть ли не 200 тысяч человек. Когда Польша была захвачена Германией и Советским Союзом, то оказалось, что всего было несколько сот шпионов вообще у Польши. Поэтому масштабы лжи, они очевидны, которые были в Советском Союзе. И работая с архивами ОГПУ, НКВД, мы, естественно, относимся критически к тому, что происходило. Мы понимаем, насколько это были трагические события, материалы, с которыми пришлось работать. Это материалы, собственно говоря, одного из репрессивных дел. Мы просматривали много дел, но те материалы, которые были нужны именно для книги про крымско-татарское национальное движение в 17-20 годах, мы нашли прежде всего в материалах дела, так называемого дела партии Мелиферка, по которому прошел цвет политической, культурной элиты крымских татар. И там видно, как менялись показания, очевидно, под давлением, как люди наговаривали друг на друга, вынуждены были оговаривать друг друга многие. Но что позитивно? Вообще, в целом, естественно, это часть большой репрессивной такой деятельности коммунистического государства. СССР, собственно говоря, одним из таких важнейших методов социальной инженерии использовал террор, особенно в первые десятилетия своего существования. Но в чем есть позитив? Это, в частности, так называемые трофейные документы. Вот само это дело партии Мелиферка, оно началось в 1929 году. Это уже было, началась как бы отработка в кавычках национальной интеллигенции после расстрела одного из руководителей Крымской ССР Вели Ибраимова. И вот у людей изымались вот то, что называется в делах спецслужб трофейные материалы. И вот среди этих трофейных материалов, которые были забраны в 29-30 году, находятся документы, подлинные документы 17-20 годов.
И более того, очень важные документы для нас, для украинских исследований. Сегодня доступ крайне осложнен, а в некоторых случаях просто закрыт к документам на временно оккупированной территории или на территории непосредственно России, которые касаются событий войны, революций в Крыму. И поэтому надо было найти первоисточники, которые бы могли помочь осветить эту тему. Все-таки у нас столетия от тех трагических событий, конечно, хотелось иметь представление, опираясь на первоисточники о том, что же происходило с крымскими татарами в этот период. У нас последний такой сборник документов, который был посвящен непосредственно крымско-татарскому национальному движению в 17-20 годах, он вышел в 93 году. Это было такое приложение небольшое к журналу «Вопросы развития Крыма». Это был содержательный сборник, но, естественно, он не охватывал ни по объемам, ни по тем возможностям, потому что тогда засекречены были многие документы по истории крымско-татарского движения, и нужны новые были источники. Вот тогда мы обратились, я и совместно с руководителем, с директором отраслевого Галузевого державного архива СБУ, к поискам среди дел репрессированных, и были найдены очень важные документы. Например, в нашей книге, которую мы сегодня представляли на суд публики, есть целая подборка документов парламентской следственной комиссии Курултая 2018 года, которая изучала последствия потери и материальные, и потери людские в результате захвата большевиками первый раз власти в Крыму в конце 17-го, начале 18-го годов. И оказалось, в 30-е годы еще писали советские историки, что эти документы утрачены. Но оказалось, что они сохранились, и вот мы всю подборку этих документов представили для исследователей, для тех, кто интересуется вообще историей Крыма. Но мы поговорим о содержании этих документов, пока еще вопрос о том, как развивалась эта идея, кто был инициатор, легко ли было работать, и в конечном итоге все ли вы достали из того дела, о котором говорили? Идея, мы двигались параллельными, собственно говоря, курсами. Архив СБУ, Галузевый державный архив СБУ, отраслевой архив СБУ, он занимает такую проактивную позицию в плане публикации. У него за последние годы я присутствовал не на одной презентации книг, и книги выходят на серьезном уровне. В частности, крымчане, которые интересуются историей, могли видеть в прошлом или в позапрошлом году вышла такая очень масштабная подборка документов по истории Крыма второй половины 20 века. Часть документов были взяты именно из архива СБУ. А с другой стороны, я разрабатывал тему, которая касалась крымско-татарского национального движения именно в период войны революции. И вот наши пути пересеклись, и в результате мы создали вот такой продукт информационный. Он отличается не только содержанием документов, а вообще подходу к созданию вот подобного информационного продукта. Чем? Обычно выходят либо сборники документов с небольшой вступительной статьей, либо монография. Ну, в лучшем случае там несколько документов прилагается, либо вообще нет приложения. Мы постарались здесь совместить лучшие стороны обоих подходов. У нас есть чуть более половины книги — это именно документы, которые мы нашли в архивах спецслужб. То есть они десятилетиями были под грифом «секретно», доступа к ним не имели исследователи. Вот сейчас уже в независимой Украине они стали раскрываться, особенно снимается этот гриф активно в момент декоммунизации. И мы отобрали самые интересные документы, которые касались этого периода, прокомментировали их,
и представили на суд публики. Но, рассматривая содержание этих документов, там есть очень важные документы, возможно, мы к этому вернемся, они все-таки не создают всю целостную картину за 4 важных года, за 17, 18, 19 и 20 годы 20-го столетия. И вот для того, чтобы читатель мог получить и общую картину, которая бы охватывала все существенные процессы, или, по крайней мере, их большинство, вот вторая половина книги, она базируется на этом. Это вот такое историческое описание с аналитикой, с опорой на источники, как же происходили трансформации крымско-татарского общества, крымско-татарского народа в этот период. И вот об этом мы поговорим, но сначала с нами на связи второй из составителей этой книги, директор архива СБУ Андрей Когут. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, наш гость Андрей Иванец говорит, что вот документы, которые сегодня впервые опубликованы, десятилетиями находились под грифом «секретно». Вы можете в 2 словах объяснить, чем же так вот они были опасны с советской власти, пусть особенно, вот, скажем, в поздней советской власти, что их не расшифровывали? И в конечном итоге, почему публикация происходит только сейчас, в 2020 году, а не в 92-м, в 95-м, в 2000-м, наприклад? Дякую. Ну, перш за все, потрібно розуміти, що всі документи, які створювалися совєтськими спецслужбами, практично переходили під грифами секретності. Тобто чекісти з самого початку передбачали, що все, що вони створюють, пишуть, накопичують як трофейні документи, як документи, які були вилучені під час різних репресивних заходів, вони всі зберігаються під грифом «секретно» чи «совершенно секретно». Власне, з цієї точки зору, будь-що, що потрапляло в руки чекістів, автоматично ставало секретним. Попасти до публіки воно могло фактично тільки в 2 випадках. Перший випадок – це публічний суд над кимось. І тут потрібно розуміти, що ці публічні суди робилися, власне, з пропагандивною метою. А другий випадок – це коли проводилися активні заходи по дискредитації тих чи інших людей, тих чи інших національних рухів, в даному випадку Кримськотатарського національного руху. Тобто все, що публікували чекісти або виходило від чекістів до 91-го року, воно фактично виходило з якоюсь чітко зазначеною метою. І ця мета – це була боротьба, як правило, з тими рухами, які підважували саме існування Радянського Союзу. Кримськотатарський національний рух, власне, був одним з таких рухів, і, відповідно, все, що стосувалося діяльності чи українських, чи кримськотатарських, чи єврейських, чи будь-яких інших націоналістів, так як це зазначено в документах совєтських спецслужб, воно, власне, мало перебувати під грифом «секретно» чи «совершенно секретно». Чому зараз? Ну, перш за все, чому зараз публікуються ці документи, це, звісно, хороше питання, не знаю, чи зовсім до мене, бо на початку 90-х років я ще в школі вчився, а якщо ми говоримо про сучасний період, то в 2015 році було прийнято 4 так званих декомуністичних закони, один із яких, власне, відкривав доступ до документів комуністичних спецслужб, і визначав, що ці документи мають бути відкритими, і старі совєтські грифи «секретно» і «совершенно секретно» більше не вважаються і не можуть вважатися чинними чи дійсними в державі Україна. Відповідно, це зробило можливим публікацію цих документів, і, власне, ця широка декомунізація – це не тільки мається на увазі там перейменування вулиць, міст і всього іншого, але також і відкриття доступу до тих документів, які дають нам можливість переосмислити події 1917-1920 років. Зараз, коли триває таке вже буквально 4 роки відзначення сторіччя Української революції, на мою думку і на думку тих колег, з якими спілкувалися, власне, ми не можемо говорити про Українську революцію і згадувати при цьому тільки Західноукраїнську Народну Республіку, Українську Народну Республіку чи державу Гетьмана Скоропадського і зовсім не згадувати про Кримськотатарський національний рух. Власне, ідея наша полягала в тому, щоб зробити доступними для істориків, всіх, хто цікавиться дослідженнями минулого Криму столітньої давності, зробити ці документи доступними. З ними, звісно ж, можна ознайомитися в нашій ладному залі, але ми розуміємо, що це все ж таки до нас в архів в Києві прийде набагато менше відвідувачів, ніж може з ними ознайомитися, коли ми публікували зараз книгу, і вона буде доступна в інтернеті, вже зараз можна працювати з цими документами онлайн. Это прекрасно. И второй вопрос, который прямо вытекает из этого. Вы весь архив подчистили, вот все документы опубликовали? Или в следующем году еще какой-нибудь сюрприз нас ожидает?
Ні, звісно, це не всі документи. На жаль, більшість документів залишилося в окупованому Криму. Та разом з тим це не означає, що все залишилося під окупацією. У нас в архіві, не тільки в нас в архіві, а також в інших українських центральних державних архівах зберігається великий масив документів. І зараз ми опублікували тільки частину документів з літерної справи Емілії Фірка. Я сподіваюся, що ця робота буде продовжена і незабаром можна буде сподіватися нових видань документів і працювати з ними всім, хто цього хотів би. Разом з тим, з цими документами вже можна працювати у нас в архіві. Для цього потрібно звернутися, прийти до нас в читальний зал и уже працювати в читальному зале. Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Андрей Когут, директор архива СБУ. И возвращаемся в нашу студию к разговору с Андреем Иванцовым. Мы уже поговорили о книге, о том, как она создавалась и о внешней стороне. Теперь давайте вот о содержании, о том, что нового, что важного о национальном движении крымских татар с 17 по 20 год эта книга дает. Вот насколько мы углубились, если можно так сказать, в понимание этого процесса. Я думаю, что те документы, которые мы представили, они есть интересные, а есть принципиально важные документы для понимания крымско-татарского национального движения, крымско-татарской революции 1917-1919 годов, деятельности крымско-татарского национального освободительного движения от второй половины 19-20 годов. Ну, например, я думаю, одной из таких изюминок для специалистов и вообще любителей истории Крыма и крымских татар будут протоколы Курултая. То есть первый Курултай крымских татар – это одно из важнейших событий в истории крымских татар. Это и веха, это когда народ, собственно, коренной народ Крыма превращался из вот такого этнографической массы, он превращался в коллективный субъект уже на новом витке истории, коллективный субъект политического действия, создавал свои общенациональные структуры, принимал национальные законы. И к этому сюжету историки обращались очень часто. То есть за последние 30 лет вышло буквально несколько десятков монографий, несколько диссертаций, где упоминается Курултай. Может быть, даже и больше, чем десятков, может быть, уже перевалило за сотню количество таких монографий за последние годы. Но нигде практически нет ссылок непосредственно на протоколы Курултая. То есть они не введены в научный оборот. И вот сейчас, благодаря тому, что мы включили 4 полных протокола Курултая, это не просто они были отобраны, это первый протокол, когда открывался Курултай как национальное учредительное собрание крымских татар. Это последний протокол учредительного собрания, который перетек плавно в первое заседание Курултая уже как парламента национального 26 декабря 1917 года. 2 протокола, на которых обсуждалась интересная тема эмансипации женщин, положение женщин в крымско-татарском обществе. Задача учредительного собрания – это создать национальную конституцию, которая получила название в итоге «Крымско-татарские основные законы». И, конечно, положение женщины – это был один из важнейших моментов и для модернизации крымско-татарского общества, и для того, чтобы крымские татары могли играть большую или меньшую роль в общекрымском политическом раскладе. Это было очень важно. И вот, собственно, эти протоколы показывают, какие были дискуссии. Крымско-татарское национальное движение, оно имело ряд очень интересных таких моментов, которые опережали свое время и развитие таких других тюркских народов на постимперском пространстве. И вот, в частности, одним из таких интересных моментов была достаточно такая быстрая эмансипация женщин, поддержка этого движения с лидерами крымско-татарского национального движения. И вот, в частности, в этих протоколах есть аргументация, почему муфтий, первый демократически избранный муфтий
и крымских татар, и вообще на территории бывшей империи Романовых. Почему он считал, что надо предоставить женщинам равные права? А здесь как раз сталкивались представления о равенстве женщин и мужчин и с традиционными трактовками шариата, который который трактовал права женщин немножко не так. И поэтому мнение муфти, оно интересно, и в тех, кто поддерживал его позицию по эмансипации женщин, и кто выступал с более таких позиций жестких. И вот это все сейчас можно непосредственно изучить, посмотреть и иметь свое представление об этом процессе. Плюс есть выдержки из 2 протоколов, в которых содержится отчет мандатной комиссии Курултая. И теперь можно, используя этот материал, решить ряд спорных моментов, потому что вот в этих монографиях, статьях, которые мы вспоминали, там буквально от 62 делегатов Курултая цифра гуляла до 79, чаще всего упоминалось 76 делегатов Курултая, и что 4 женщины избраны. Но вот если мы обратимся к этим материалам в книге, то видим, что все-таки было избрано 79 делегатов Курултая, из них было 5 женщин избрано. Ну и это был, конечно, известный факт, но вот в частности, и опираясь на это протокол, его видно, на учредительном собрании крымских татар на Курултае в декабре 2017 года было 5 сопредседателей. И одним из таких интересных моментов было то, что одним из сопредседателей была женщина. То есть до 2017 года при таких прецедентах, чтобы во главе представительного органа была женщина, ни в Европе, ни в Америке, ни в других частях мира не было. И вот как раз крымские татары показали своим примером, что такое возможно. Сегодня это выглядит, конечно, для нас уже гораздо более привычно, а тогда, особенно в мусульманском обществе, которое только находилось в процессе модернизации и искало пути, как вырваться из вот той отсталости, которая была к новым горизонтам, это был очень интересный и показательный факт. Вы говорили о том, что сохранились уникальные отчеты парламентской следственной комиссии о событиях, связанных с первой узурпацией власти большевиками. Что в них такого важного и может ли пригодиться опыт следственной комиссии Курултая по расследованию злодеяний большевиков современному украинскому обществу? Как исторический источник, это очень важные документы. Они непростые, они сообщают о драматических событиях и о политических конфликтах, и о межэтнических конфликтах, но они информативны. Там можно найти важные моменты, которые раскрывают, как, например, происходило антибольшевистское восстание в апреле 2018 года. Можно взять для истории повседневности один из популярных сейчас такой жанров история писания, где перечисляются убытки пострадавших людей. Там можно, соответственно, тоже найти важный материал для того, чтобы понять, как люди жили в бытовом отношении. И целый ряд других исторических моментов можно специалисту в этих материалах найти. Хорошо, а теперь поставлю вопрос шире. Вот у нас есть такой вот взгляд на крымско-татарское национальное движение. Пусть в Украине я бы не сказал, что он там имеет слишком долгую историю, но как минимум там после 2014 года точно, несколько книг, вот теперь сборники документов, в которых есть одна визия. А вот в России, которая теперь контролирует Крым, и в которой вышло, порядком больше книг по истории Крыма, конечно, и не считая статей, есть своя другая визия. Вот можно ли сказать о том, что есть какой-нибудь шанс на основе документов договориться об общем видении крымского, хотя бы вот этого узкого там периода с 17 по 20 год, или все-таки тут российский взгляд на вещи и украинский взгляд на историю прошлого Крыма несовместимы? Я думаю, что, конечно, вот глобально договориться о едином взгляде на историю Крыма в условиях
войны гибридной, где информационная составляющая играет важнейшую роль, это задача невозможная просто-напросто. Мы и без острой фазы этой войны с 2014 года не очень просто находили взаимопонимание с российскими историками. И это имеет свое объяснение не только в силу того, что у нас там разные историографические традиции, или нам доступны одни материалы, источники, а им другие. Проблема, естественно, кроется в том, что в России активнейшим образом используются истории, квазиисторические, скорее сказать, аргументы для того, чтобы прикрывать ту агрессивную политику, которая проводит российское государство на внешней арене. Например, то, что касается Крыма, это достаточно хорошо заметно. Крым – это территория, где впервые в постгитлеровской Европе произошла аннексия. И для того, чтобы этот факт грубого нарушения, подрыва, собственно говоря, международного правопорядка прикрыть, то Кремль, он использует квазиисторические аргументы, да, абсолютно абсурдные. Но вот в частности поддерживается миф о том, что Крым исконно русская земля. Более того, мы апгрейд этого мифа услышали в декабре, когда Путин на своей пресс-конференции теперь рассказал новую версию, что уже теперь все Северное Причерноморье – это исконно русская земля. Ну, конечно, это с реалиями никак не стыкуется, поскольку исконно великорусская земля, где формировался великорусский народ, это междуречие Оки и Волги. Вот там родина россиян, этнических россиян находится именно там. А это, простите меня, достаточно взглянуть на карту, это 1500 километров от Северного Причерноморья. Немножко далековато как-то, так какая-то, как это сказать, географическое какое-то несовпадение с реальностью. И, в частности, вот наша книга, которая говорит о реальных процессах в Крыму. Россияне запускают мифы, ложь для того, чтобы манипулировать сознанием. У нас нету таких больших информационных ресурсов и тех миллиардов долларов, которые вкачивает Россия, чтобы своими мифами забивать головы и на международной арене, и своему собственному населению. Но у нас есть возможность говорить правду. Да? Это вот такой асимметрический ответ. Если россияне рассказывают про миф об исконно русском Причерноморье, то мы, вот в частности, показываем на основе документов реальную историю коренного народа в Крыму, для которого Крым вот действительно исконная его территория, потому что крымские татары, они сформировались именно в Крыму, они ниоткуда не пришли, а возникли на этой территории. Я думаю, таким путем мы идем, и, собственно говоря, в этом наша сила, потому что мы опираемся на реальные источники и стремимся говорить правду. Хорошо, а в самой Украине можно ли сказать, что новые подходы, в том числе из публикации документов, преодолели всякого рода пережитки старых подходов, когда, значит, крымские татари грабіжники, і, значить, поневолювачі вільних українських селян, і людолови, і зрадники кожного українського гетьмана? Или все-таки в Украине еще не все и не полностью понимают, хотя бы даже ознакомлены с историей крымских татар? Не, ну, естественно, большинство людей, по крайней мере, очень большое количество людей в нашей стране, это люди, которые прошли через советские школы, через советскую пропагандистскую машину. А напомню, что крымские татары – это один из наиболее репрессированных народов. 10 народов было выселено, не считая, если этнические группы, с территории их мест проживания во времена сталинского режима. Но уже в 1956-1957 году и большинство этих народов позволили вернуться в места их депортации. Крымских татар и далее удерживали в местах депортации, и, соответственно,
нормально изучать историю крымских татар было невозможно, и более того, их история сознательно фальсифицировалась, искажалась советским режимом, а те, кто пытались сделать более объективные исследования, то они часто подпадали под удар, ну, например, известная история с Мустафой Джемилевым, который в начале 60-х годов написал работу по истории культуры тюрков Крыма, за что был привлечен к ответственности. И в официальной истории тем более изучать объективно историю крымских татар, ну, большинство ее аспектов было невозможно, да и документы были засекречены. Вот эта часть была той геноцидной практики, удержания народа вдали от Крыма, фальсификации его истории. И поэтому большинство украинских граждан, которые прошли через эту советскую школу, они, конечно, имели очень превратное представление об истории крымского татарского народа. За последние десятилетия часть людей, получив новую информацию, доступ к новой информации, они, конечно, изменили свое мнение, но какая-то часть людей все еще, которая не активно интересуется историей или до которых не дошла эта информация, то они могут иметь соответствующие стереотипы, сформированные еще в советское время, или те, которые опираются на стереотипы народнической нашей историографии конца 19-го, начала 20 веков. Там тоже у нас, опираясь как раз вот на фольклорные материалы, основной упор делался на трагические моменты в взаимоотношениях двух народов. Но сегодня, надо заметить, у нас выходит немало все-таки книг, материалов вообще исторических, которые более полно раскрывают нам наше прошлое. В частности, можно вспомнить вот книгу Тараса Чухлиба про крымско-казацкие союзы 17-18 веков, где он говорит о другой стороне отношений казаков, гетьманата, войска Запорожского, именно о союзных взаимоотношениях, военно-политических союзах, поддержке. Это тоже имело место. Мы должны, по моему мнению, относиться к нашему прошлому не инфантильно. Мы понимаем, что любые народы, которые находятся рядом, не всегда имеют идеальные отношения. Естественно, возникают конфликты. И внутри каждого народа тоже бывают конфликты. Но сегодня, например, если мы говорим о нашей истории Украины и Руси, то, что в XI веке киевские князья боролись с черниговскими, да, это не определяет сегодня никак отношения, слава богу, киевлян и черниговцев. Или то, что у нас в XVII веке левобережные гетманы боролись с правобережными гетманами, это тоже сегодня просто факт истории, из которого мы стараемся вынести уроки, кто интересуется историей. Это то, что мы пережили, и то, что не определяет наше сегодняшнее отношение. То же самое и наши отношения с крымскими татарами сегодня. Они должны строиться не потому, что Ислам Гирей когда-то имел хорошие или не очень хорошие отношения с Богданом Хмельницким. Они должны строиться на основе того, что мы единая политическая нация, и все части нашей единой политической нации, они должны, по моему мнению, оцениваться с позиции, они являются вот такими, сказать, коллективными членами этой нации, уважают базовые ценности нашего общего дома, да, то есть территориальная целостность, суверенитет, защита наших национальных интересов, с другой стороны, уважение к правам тех групп, которые образовывают, собственно, украинскую политическую нацию. В этом плане крымские татары, они, несмотря на то, что это народ, который в Украине насчитывает и в местах, собственно, своей исторической родины, да, в Крыму и в целом в стране, насчитывает приблизительно 300 тысяч людей, ну, вроде бы нас для 40-миллионной страны это не такая значимая цифра, но надо сказать, что как раз крымское татарское сообщество — это коренной народ и самый большой коренной народ страны, самый большой народ государства, коренной народ государства Украина. И это говорит нам о том, что наследие
коренного народа Украины, крымских татар, оно является важным для нашего сообщества. И никто, кроме нас, вот, не имеет прямых обязанностей заботиться о сохранении этого культурного наследия и вообще прав и интересов крымско-татарского народа. Что ж, к сожалению, время, отведенное для этой беседы, подходит к концу. Может быть, когда-нибудь мы продолжим именно с этого места. Сейчас я благодарю Андрея Иванца, напомню, кандидата исторических наук, руководителя Таврической гуманитарной платформы, автора и одного из составителей вот этой вот прекрасной книги «Крымско-татарский национальный рух 17-20 роках» за архивами коммунистичных спецслужб. Напомню в самом конце нашим слушателям, что эта книга уже доступна для тех наших крымчан, которые не смогут приехать в Киев за бумажным экземпляром, что она уже доступна в электронной версии, я так подозреваю, на сайте архива вызвольного руху. В любом случае, я думаю, что Крым Реалии приложит прямую ссылочку на нее. Большое вам спасибо за то, что вы пришли. У нас теперь есть... Завидуйте нам, у нас есть книжка с подписью. И, конечно, ни в коем случае не переключайтесь, потому что после очень короткой паузы самое крымское в мире радио продолжит свое вещание. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Это программа «Крымский вечер». В студии для вас работают Елена Римовская и Сергей Громенко. И настал момент для нашей постоянной рубрики «Новости завтрашнего дня». Напомним, что сегодня в мире чтят память жертв Холокоста. В Украине тоже сегодня по этому случаю есть целый ряд мероприятий. Но заявление в связи с этой датой сделал и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Итак, Сергей Аксенов заявил, что Крым будет пресекать проявления неонацизма и расизма. И что же он написал на своей странице в Фейсбуке? Вот далее цитата. «В Холокосте активно участвовали представители многих стран Европы из числа пособников нацистов, причем эти фашистские прихвостни, это цитата опять-таки, порой превосходили по степени жестокости своих немецких хозяев. Как напомнил президент России, имеется в виду, на оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев. Это Украина, Литва и Латвия», написал Сергей Аксенов. Вот Сергей Громенко, ты как историк, что бы ты ответил Сергею Аксенову, который решил пуститься в исторические такие отсылки? Ну, я бы сказал, что по тому опыту, который уже накопила Польша в перебранках с российским президентом, проблема уничтожения евреев в немецких нацистских лагерях на территории Польши и расстрел на территории Украины связаны не с тем, что в Польше, в Украине, в Литве или в Латвии были какие-то особенно жестокие люди, а с тем, что на территории этих стран жило больше всего евреев. И когда в 1941 году Советский Союз уступал эту территорию, отступая под ударами вермахта, советские лидеры уже прекрасно знали, что фактически евреи на оккупированных немцами территориях будут обречены. Но никакой программы по специальному вывозу евреев из оккупированных территорий не было. Конечно, с одной стороны, там может показаться, что это какая-то особенная привилегия, как это вот всех не спасли, а евреев надо было спасать. Но вот к украинцам, например, у немцев в 1941 году претензий никаких не было. Украинцев до ноября 1941 года отпускали из лагерей пленных. Просто вот потому, что немцы не считали украинцев своими врагами. Евреев расстреливали с самого первого дня. И евреев Советский Союз не спас хотя бы и мог. Он мог помочь, он мог хотя бы предупредить. Евреи, большинство евреев на советских территориях оказались просто не защищены своим государством, Советским Союзом. И теперь, когда наследник Советского Союза упрекает жителей Украины
Литвы, Латвии и Польши тоже. Это сейчас Аксенов просто не написал, но Путин в основном на Польшу нападает последние несколько месяцев, когда Советский Союз сначала помог Гитлеру развязать войну, в которой погибли эти евреи, а с другой стороны ничего не сделал для того, чтобы этих евреев спасти, получается, что выглядит он, цинично дальше некуда. То есть своей вины он никак не признает, а пытается спихнуть ее на местные народы. И, к сожалению, разрешение этого спора, этого скандала в ближайшем обозримом будущем я не вижу. Россия не уступит, и Россия не скажет, что она несет там часть ответственности. То есть все намного проще, чем это себе представляет Сергей Аксенов. В любом случае он в своем заявлении заявил, что в Крыму будут решительно, цитирую, пресекать любые проявления неонацизма, расизма и ксенофобии. От серьезных новостей к немного менее серьезным сегодня крымские медиа обсуждают то, что Наталья Поклонская сняла шпильки и надела кеды. Издание «Крыминформ» обратило внимание на то, что на встречу с жителями Крыма, жителями Евпатории даже уточню, бывший российский прокурор аннексированного Крыма пришла в белых кедах с разноцветными шнурками. Они недорогие, я купила их в Белграде и очень удобные, рассказала депутат-корреспонденту Крыминформа. И в комментариях к фотографиям среди подписчиков разгорелись споры о неформальном внешнем виде Поклонской. На работу в кедах, тем более белых, не ходят, уверен пользователь Инстаграма. А в другой пишет, хоть бы в тапочках, лишь бы на работе не сказывалось. Но я, например, все-таки за шпильки. Я думаю, что в этом контексте можно напомнить, что недавно Наталья Поклонская в своем инстаграме рекламировала православно-патриотический бренд Крест и Меч. На своей странице она опубликовала футболки этого бренда с изображением последнего российского императора Николая II. А вот тут не могу объяснить, как Николай II сочетается с кроссовками. С белыми кедами. Да, но продолжая заявление российских политиков, все-таки можно, наверное, считать Сергея Аксенова российским политиком в Крыму. К сожалению, никуда не деться. Владимир Жириновский считает эпидемию коронавируса в Китае провокацией США. По словам лидера Либерально-демократической партии России, американцы боятся, что им не удастся обогнать Китай или встать с ними хотя бы вровень. Это я цитирую сейчас заявление Жириновского. Уже по всем континентам шагает коронавирус, что действительно новый тип гриппа или провокация. Кого? США, ответил Жириновский на вопрос, который беспокоит жителей планеты Земля на протяжении нескольких последних недель. Он подчеркнул, что такая провокация якобы уже не в первый раз. Жириновский напомнил о птичьем гриппе и британской говядине. Цитирую. «В течение месяца все прекратится. Эта провокация была. Лекарства раскупили, кто-то стал миллиардером. Они в основном в Швейцарии проживают». Конец цитаты. А группу Pink Floyd в Севастополь планируют пригласить через Министерство иностранных дел России на музыкальный фестиваль. Планируют пригласить одного из основателей этой британской рок-группы Роджера Уотерса. Мероприятие должно пройти при содействии Министерства иностранных дел России и стать событием мирового масштаба, как считают организаторы. Об этом изданию «Форпост» сообщил представитель, скажем так, Главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий, и он говорит, что мероприятие это не регионального уровня, а общероссийского. Однако что думают в самом Pink Floyd об этом приглашении, пока неизвестно. Говорят, что этот фестиваль музыкальный должен пройти на месте Балаклавского сражения 1854 года и стать своеобразным фестивалем дружбы, который бы показал, что творчество интернационально и всегда служит миру. Этим мы подчеркнем признание Севастополя в международной творческой среде. Это будет событие мирового уровня, и Севастополь этого достоин, подчеркнул Краснолицкий. А если Pink Floyd не приедет, значит не мирового уровня и не достоин. Успеваем еще вам рассказать, что на патриотическое воспитание молодежи планируют выделить 30 миллионов рублей на отделение так называемого добровольного общества содействия армии, авиации и флоту по Крыму. В этом году планируют выделить именно столько денег. Анонсировал, по крайней мере, это Сергей Аксенов. И эти средства планируют выделить на патриотическое воспитание крымской молодежи. Важность работы ДОСААФ очень велика, поскольку воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма, любви и уважения к традициям нашего государства и нашей республики можно только совместными усилиями. В общем, 30 миллионов рублей на ДОСААФ, все вступайте в ДОСААФ. Елена Римовская, Сергей Громенко работали для вас этим вечером. До свидания, до завтра.